Благодаря этому человеку многие стали интересоваться вольной борьбой, а некоторые из-за него так и вообще начали заниматься спортом. Лучший борец современности, самый популярный вольник и один из самых универсальных атлетов Абдулрашид Садулаев. И сегодня я разберу его технику, сравнив дагестанского борца с действующими лидерами. История Рашида как борца-феномена началась в 2014 году, когда на чемпионате мира в Ташкенте он победил опытного кубинца Саласа Переса. Садулаев как танк прошелся по Европе целых 2 раза. Затем, в 19 лет, он стал двукратным чемпионом мира. Еще чуть позже, в Рио, он подтвердил статус лидера, выиграв золотую олимпийскую медаль. На данный момент Абдулрашиду 23 года, рост Рашида 178 см, вес 97 кг, что является тяжелой весовой в ММА. Но чуть-чуть подумав, я пришел к выводу, что Абдулрашид слишком мал для тяжелого веса, так как там ребята весят по 110 кг с ростом от 1,90 м и большим размахом рук. А согнать вес до полутяжей танку ничего не стоит. Поэтому разбирать Абдулрашида как бойца будем именно в полутяжелой весовой категории. Садулаев выделяется своей доминантностью практически над каждым соперником. Своим трудолюбием и силой духа он пробивал себе путь к вершине. Он поучаствовал в сотнях поединков, в каждом из которых Рашид победил. Кроме одного, когда в финале на чемпионате мира в Париже он проиграл американцу Кайлу Снайдеру. В близкой схватке Рашид уступил всего в 1 балл. Однако русский танк не сдался и уже через год взял уверенный реванш у американца, положив его на туше. Всех будоражит главный вопрос: а что было бы, если Абдулрашид Садулаев попал в UFC? Сейчас я постараюсь разобраться, каким бойцом был бы этот человек в настоящих боях с топовыми бойцами нашего времени. Русский танк, именно так прозвали Абдулрашида болельщики, и это отлично описывает его борцовский стиль. Садулаев на самом деле является главным представителем борцов. Его стиль ведения схватки сочетает все самые необходимые качества чемпиона: выносливость, сила, техника, а главное сила духа. Он умеет все то, что должен уметь универсальный борец. А главный факт, который привлек огромное внимание к личности танка, это его абсолютное доминирование над остальными представителями его весовой категории. Но вовсе не всегда Садулаев побеждает силой, нельзя забывать и про то, что у него очень высокий бойцовский интеллект. Из минусов перехода в UFC для него можно выделить очень длинную дистанцию боя в 15 минут, не говоря уже про чемпионский бой, который длится вообще 25 минут. К таким длинным поединкам он попросту не привык. Еще один минус — это неприспособленность его борьбы. Если ты пришел в ММА из борьбы, ты просто обязан преобразовать свои навыки в грэпплинге и добавить новые фишки, такие как удержание кисти, контроль из разных положений и так далее и тому подобное. Из плюсов перехода в UFC стоит упомянуть высокий октагон, который очень помогает борцам в ММА. Клетка просто идеально подходит для борцов. Такие бойцы, как Рэнди Кутюр, Хабиб Нурмагомедов и Камар Усман, превратили бой в клетке в настоящее искусство. Если борец зажал своего соперника у сетки, то ситуация оказывается плачевной. У атакующего бойца есть возможность использовать грязный бокс, бить коленями, локтями, плечами. Также в клетке переводы в партер и разные броски более эффективны, так как степень сопротивления клетки достаточно высока. Поэтому если боец зажат у сетки, то совсем не просто использовать движение ног и бедер, чтобы избежать перевода в партер. Клетка может как помогать контролировать соперника, так и дать ему возможность выбраться из опасного положения. Борцовский ковер и октагон — это абсолютно разные поля боя, поэтому поначалу борцам приходится нелегко. Но давайте же представим, что было бы, если Абдулрашид Садулаев попал в UFC, в свою полутяжелую весовую категорию. Садулаев против ударников. Если бы Садулаев встретился с топовым ударником UFC своей весовой, возьмем за пример самого опасного рубаку дивизиона Тиаго Сантоса, то здесь было бы 50 на 50. С одной стороны, у Садулаева есть хорошая выносливость и навыки в партере, а это как раз те аспекты, которые являются слабыми местами молота. Но Сантос известен за свой прессинг, хороший бокс и самый тяжелый удар в своем весе, который положил ни одного его соперника. Тиаго бы работал первым номером, стараясь снести голову соперника, ну а Садулаев, скорее всего, выжидал бы подходящего момента для перевода в партер, или же он бы просто попытался догнать своего соперника. А учитывая гранитный характер Рашида, даже если бы он пропустил тяжелый удар, в нокаут бы вряд ли упал. Чисто стилистически этот поединок выглядит все-таки в сторону русского танка, так как высококлассный борец с хорошим кардио был бы очень неудобен для такого прямолинейного ударника, как Тиаго Сантос. По прогнозу на бой могу сказать, что бой с ударником для Абдулрашида был бы намного легче, нежели бои со следующими претендентами. Я думаю, что Садулаев завалял бы Сантоса, загнав его и затем забив последний гвоздь в могилу в стойке. А как считаете вы, кто бы победил в таком бою? Голосуйте в правом верхнем углу. Садулаев против борца. Бесспорно, лучшим борцом полутяжелого веса является Дэниэль Кормье. Участник Олимпийских игр могут предоставить большие сложности русскому танку. Во-первых, его так просто не перевести в партер, хотя думаю, с течением поединка Рашид все же смог бы это сделать. А во-вторых, борьба Дэниэля была бы куда более приспособленная к ММА, нежели борьба Садулаева. Из этого следует, что в данном бою Рашиду пришлось бы куда тяжелее, чем в бою с ударником, пусть даже и таким свирепым, как Тиаго Сантос. Из плюсов Кормье можно выделить постоянный прессинг, хороший бокс. Он также любит летать в клинче
плече, после чего проводит успешные тейкдауны. Фаворитом в таком бою был бы Кормье. Он опытнее, навыки бокса у него, конечно же, лучше. Он будет вести бой до решения судей и победить за счет работы в стойке и клинче. Но есть одно но. Дэниэль Винни Ромеро, он стареет, и недавно ему исполнилось 42 года, что сильно сказалось на его выносливости и подвижности в последних поединках. И именно этот факт даст Садулаеву хороший шанс на победу нокаутом или сабмишном в поздних раундах. Садулаев против Универсала. Русский танк — это бесспорно самый совершенный борец современности. Но в UFC самым совершенным бойцом является Джон Джонс. Их поединок был окутан интригой. Ведь Боунс умеет все то же, что и Кормье, только он куда сильнее в стойке, еще выносливее и еще крупнее. Джонс выше на 15 сантиметров, имеет больше размах рук. Эти факторы дадут ему преимущество в бою с Садулаевым. А вкупе с его прекрасными навыками в стойке и бойцовским интеллектом он вполне может нокаутировать русского танка. В таком бою Садулаеву было бы очень непросто, так как Джонс универсал и во всех аспектах чувствует себя просто великолепно. Это именно тот бой, где многое также зависит от настроя и подготовки спортсменов. Также и от того, сможет ли танк навязать свой ритм боя, или же Джонс просто забьет неопытного борца. Делая прогноз, нельзя не сказать, что если бой дойдет до решения судей, то победит, вероятно, Джон Джонс. Но слишком он опытен и талант. И все же у Садулаева при правильной подготовке есть какой-то маленький шанс на то, чтобы задушить Боунса. Само собой, нельзя забывать и про Лаки Панч. А как думаете вы, кто бы из этих феноменов победил? Вы всегда можете проголосовать в правом верхнем углу. Итог. Несмотря на неопытность в боксе и футворке, такой боец, как Садулаев, действительно мог бы конкурировать с бойцами UFC. И, конечно же, не факт, что он стал бы чемпионом, но если внести некоторые корректировки в его технику, то он был бы крепким бойцом из топ-10 полутяжелого веса. Ставьте лайк, если считаете, что Садулаев мог бы успешно выступать в UFC. И пишите в комментарии, на кого еще сделать подобный обзор.